ежедневно прибывало из запаса пополнения, большинство из которых составляли таджики. Из Таджикистана на фронт войны было отправлено 4 кавалерийские дивизии, а 20-я краснознаменная дивизия прославилась в битвах под Москвой. В годы Великой Отечественной войны 1,5-миллионная таджикская ССР отдала жизни 100 тысяч бойцов и командиров Красной Армии. Если бы все погибшие герои прошли парадом по столичной площади Дусти, их шествие продолжалось бы 15 часов. Все для фронта, все для победы. Таджикская ССР, находясь в глубоком тылу, отправляла на фронт Великой Отечественной войны миллионы советских рублей, тонны продуктов питания, километры мануфактуры, миллионы голов скота, тысячи единиц техники и многое другое. Таджики. 289 тысяч жителей Таджикской ССР были призваны в годы Великой Отечественной войны в ряды Красной Армии. Еще 45 тысяч человек отправились на трудовой фронт, откуда многие также попали в войсковые части и соединения. Около 100 тысяч солдат и офицеров из них погибли. Это была очень тяжелая потеря для населения республики, общая численность которого перед войной составляла порядка 1,5 миллиона человек. Звание Героя Советского Союза получили 68 жителей Таджикской ССР. Боевых наград за проявленное на фронте мужество были удостоены более 55 тысяч воинов. Из них 21 являются полными кавалерами Ордена Славы. Одним из героев, прославивших свой народ в борьбе с фашизмом, является Дамуло Азизов. Командир пулеметного расчета 69-й стрелковой дивизии погиб при освобождении Белоруссии от немецких захватчиков. В составе десантной группы младший сержант переправился через Днепр и первым бросился во вражескую траншею. Дамуло уничтожил находившихся там солдат противника, бросив гранату. Затем он развернул немецкий пулемет и открыл огонь по гитлеровцам. Этот неожиданный и смелый маневр позволил обеспечить форсирование Днепра основными силами Красной Армии. Исмаил Хамза Алиев – еще один герой Советского Союза. Он совершил подвиг на Курской дуге. Командир оружейного расчета не позволил вражеским танкам прорвать оборону. Когда его артиллерийская установка была подбита, сержант открыл огонь из другого орудия, расположенного поблизости. Его боевой расчет погиб. Тяжело раненый герой продолжал вести огонь, подбивая танки противника и истекая кровью.